Ремонт дорог, газификация населенных пунктов и поддержка сельского хозяйства. Эти приоритетные задачи для Вологодского района выделил губернатор области Олег Кувшинников на встрече с жителями районных поселений. Она состоялась сегодня в поселке Майский. Каждый из присутствующих мог задать свой вопрос губернатору. С отчетом по итогам работы администрации района и перспективам развития выступил Александр Гордеев. За последний год на 20% увеличилось количество предприятий малого бизнеса. Впервые за 20 лет уровень рождаемости превысил смертность. Значительно сократился уровень безработицы. Сейчас он составляет чуть более 1%. Социальную помощь получили почти 39 тысяч человек. В районе запланированы крупные инвестиционные проекты: завод по переработке низкосортной древесины и завод по производству керамического кирпича в поселке Кипелово. Будет продолжаться газификация во всех районных поселениях. Губернатор Олег Кувшинников отметил динамику развития Вологодского района. Одним из самых главных показателей – районный бюджет. Бюджет консолидирован. Почти 1 миллиард 400 миллионов, я не знаю, мне кажется, не было такого никогда за последние 20 лет. Невзирая на кризис, рост доходных статей бюджета практически на 20%. То есть нам, правительство Вологодской области, нам такое только снится пока. А район, уже имея четкую программу развития, сделал резкий рывок вперед. Резкий. И он уже в 2010 году, насколько я помню из прошлого доклада, достигли уровня 2008 года. А сейчас вы его уже перегнали на 30-40%. А ранее состоялась встреча губернатора с главами поселений Вологодского района. На ней Олег Кувшинников предложил воссоздать институт сельских старост. Встреча в таком формате прошла впервые. За чашкой чая губернатор обсудил с лидерами общественного мнения проблемы развития местного самоуправления. Сейчас, когда количество поселений уменьшилось почти вдвое, а люди все чаще переезжают в город, эти вопросы становятся все актуальнее. По мнению Олега Кувшинникова, дальнейшее укрупнение муниципальных образований позволит повысить эффективность работы местных властей и снизить административные барьеры. Однако, по словам глав поселений, из-за такого объединения зачастую страдает бюджет укрупненных территорий. Кроме того, множество маленьких населенных пунктов фактически остаются без административного руководства. Губернатор отметил, что при укрупнении поселений финансирование будет сохраняться в том же объеме, что и до объединения. А для решения второй проблемы Олег Кувшинников поручил в ближайший месяц подготовить областной закон о воссоздании института старост. В каждом сельском поселении, даже маленьком, даже там, где люди приезжают только на лето, а зимой он консервируется, должен быть человек, у которого должна быть открытая, прямая связь с главой района или с главой сельского поселения. Мы должны в каждом населенном пункте выбрать лидера общественного мнения. Население на сходе должно выбрать. И соответствующим образом его замотивировать, чтобы это была не только общественная нагрузка, но мы из бюджета могли ему платить какую-то минимальную ставку заработной платы.